Баткен тарапта акыркы маалдарда контрабанда кайра көбөйө баштады. Кайра көбөйө баштады. Мына акыркы неделеде 2 миллионго чейин ошол контрабанданы кармадык. Контрабанда токтоп калган, азайып калган. Азыр кайрадан көбөйө баштады. Кайрадан биздин ошол жерде жашаган граждандарыбыз ушу менен алып уруша баштады, ушу менен машыга баштады. Ушуну токтотушубуз керек. Бардык мамлекеттик органдарга, жергиликтүү бийлик органдарына, чек ара кызматына, укук коргоо органдарына, органы безопасности бардыгыңыздарга ушул маселе боюнча катуу иштегенди тапшырма коёмун. Азырынча чек ара маселеси чечилмейинче эч кандай чек ара ачылбайт, контрабанда болбойт. Мына ушул. Демек ушул сөздөрдүн артындагы аткара турган жумуштарды өзүңөр жакшы билесиңер. В этом направлении нужно усилить работу погранслужбы, органы безопасности, местных органов властей, органов правопорядка. Так. Все вы должны усилить работу в этом направлении, что никакой контрабанды со стороны Таджикистана, со стороны Кыргызстана не должно быть. Пока у нас граница не решена, проблемы границы мы стараемся решить мирным путем, но пока она еще не решена. Поэтому пока границы не будет решаться, границы закрыты и контрабанды не будут. Сейчас особенно в осеннее время, вот зима наступает, контрабанды угля, контрабанды других необходимых товарно-материальных ценностей, которые от нас усиливаются, в том числе ГСМ и все другое. Мы должны принять конкретные меры. Вот завтра у нас будет еще совещание в Баткене. Я обращаюсь всем тем органам, которые служат в данный момент в Баткенской области. Мы все знаем, общественность все знает, наши сотрудники также, в том числе местные органы власти, в том числе все знают о том, что все судебные решения, которые принимаются до сих пор, ну, конечно, меньше стало, принимаются до сих пор с получением взяток. Откуда судьи получают взятки? О том, что судьи получают взятки, все знают. Тех людей, судей, которые получали взятки, мы стараемся ловить, поймать их. Но это мизер. За этот год всего-навсего мы поймали около 5 человек, 5 судей. А в нашей стране 500 судей имеется. И они каждый день, ежедневно, ежемесячно принимают тысячи решений судебные. И многие эти решения принимаются со взятками. Это мы должны понять, знать и принять меры. Каким образом принимать меры? Сегодняшние законы, сегодняшнее наше состояние, возможности их устанавливать и каждого привлекать к ответственности невозможно, не получается. Наш уважаемый президент при назначении судей каждого принимает, каждого судьи проводит собеседование, каждому объясняет, просит и дают поручения. Но тем не менее они получают взятку, принимают решение с получением взяток. Откуда они получают взятки? Как они получают взятки? Так. Здесь уже есть связка судей с теми, которые по отношению к кого принимают решение. Кто эта связка? Это адвокаты. Адвокаты в нашей стране стали передатчиками взяток. Адвокаты в нашей стране стали не защищают законные права тех людей, кого привлекают. Они стали передатчиками взяток. Адвокаты стали сами совершать преступления по даче взяток. Судьи не могут получить взятки прямую от клиентов. Это все взятки передаются через адвокатов. Это все мы знаем, вся общественность знает. Кто когда-либо привлекался или там сталкивался с судьями по передаче взяток, обязательно это совершает через адвокатов. Значит,
Мы должны очищать, привести порядок и наших адвокатов также. Отныне я даю поручение нашим сотрудникам в этом направлении провести тщательную и скрупулезную работу. В соответствии с нашим законодательством привести к ответственности всех тех, которые в этом направлении по подаче взяток для решения, для получения судебного решения действуют. Я еще раз дополняю, это в данный момент передатчиком взяток являются адвокаты. Судьи получают через них свои взятки и принимают решения. Вот эту связку мы должны разорвать законным путем, принятием мер в соответствии с нашим законодательством. Поэтому, уважаемые сотрудники, в этом направлении ведите работу. Каждое выступление мое должно исполняться в соответствии с законодательством и исполнением ваших функциональных обязанностей. Все эти проблемы, пока мы не решим, хоть бы миллиарды не зарабатывали, хоть бы как бы не усиливались, хоть бы как бы мы хорошо не стали жить, эти проблемы с нами остаются. И эти проблемы мы должны решать. Другого у нас выхода нету. Хотим жить в хорошей стране, хотим жить правовой, спокойной, мирной и достаточной стране, значит, мы должны решать эти проблемы. К этому я вас призываю, даю вам указания, поручения, что вы в этом направлении усилили работу. Буквально недавно мы по наркотикам, я, конечно, сейчас не буду называть имена этих судей, по наркотикам один из районов задерживали тех людей, которые занимались этим наркотическими средствами о передаче и продаже, задерживали, их осудили на 12-13 лет, районные судьи хорошо приняли решение, а областные судьи также приняли решение на 12-13 лет, а в Верховном суде их обратно отправили, принять другое решение. Мы знаем, что они получили взятки, но не можем доказать. Мы знаем, что они непорядочно поступили, но не можем это законным образом доказать. Вот такое беспомощность у нас получается. Поэтому отныне мы будем принимать еще оперативные меры по отношению этих судей. Каждое принятое решение должно соответствовать нашему законодательству и защищать права граждан, которые должны защищаться решением судов. Но этого не получается у нас. Я высказываю эти проблемы перед вами, уважаемые сотрудники. Некоторые могут сказать, что мы должны были по другим делам заниматься. Да, мы занимаемся всеми делами. Всеми делами занимаемся. С теми функциональными обязанностями, которые указаны законом, мы будем заниматься.